Урматтуу согуштун жана эмгектин ардагерлери, урматтуу мекендештерим, баарыңыздарды бүгүнкү майрам менен, жеңиш майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бары болуңуздар. 9 бай ар бир кыргыз жараны үчүн өзгөчө майрам. Үй бүлөлүк майрам, ыйык майрам. Биз бүгүн Улуу Ата мекендик согушта жана оорукта жеңишке салым кошкон ардагерлерибизге башыбызды ийип таазим этебиз. Таазим этебиз аталар, апаларга. Урматтуу мекендештер, экинчи дүйнөлүк согуш тарыхтагы эң кандуу, ошону менен катар адамзатка улуу сабактарды калтырган окуя болду. Бул бир улутту башка улуттан жогору койбош керектигин, курал менен башканы багантыгы мүмкүн эместигин, жер шарында тынчтыктан улук бир дагы дөөлөт жок экенин бардык элдеринен эсинен чыкпас сабак болду деп айтсак болот. Бирок тилекке каршы азыр дүйнөнү кайрадан көгалаңдар басты. Боордоштор бири-бирин өлтүрүп жатышат. Террорчулук башкалардын жерин, байлыктарын басып алуу аракеттери токтогон жок. Күн сайын меңдиган бейкүнөө адамдар ажал таап, туш-тушка тентип кетүүгө. Дүйнөдө бир дагы өлкө бул балалардан четте калган жок. Ошондуктан адамзатка, ар бир адамга азыр тынчтык, сабырдуулук, айкөлдүк деген сапаттар абдан зарыл болуп турат. Аталарыбыз башын сайып, бизге, кийинки муундарга алып келген тынчтыкты, эркиндикти өзүбүздүн, көзүбүздүн карегибиздей сакташыбыз керек. Көзүбүздүн карегибиздей. Ошондо гана ушу ардагерлерибиздин парызынан кутулабыз. Ошондо гана ардагерлерибиздин эмгегин актайбыз. Албетте, арабызда калган, ачык айтайын, аз калган согуш жана эмгек ардагерлерине камкордук көрүп, алардан жылуу сөз, жылуу мамиле аябайлык. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, уважаемые соотечественники, от всей души поздравляю вас с сегодняшним великим праздником, Днем Победы. Поздравляю вас! В истории нашей Родины есть события, которые мы будем помнить всегда. И наши потомки, я уверен, будут помнить. Они не забываются и живут в сердцах вечно. И таковыми для нашего народа являются долгие и изнурительные, кровавые 4 года Великой Отечественной войны. И, конечно же, этот сегодняшний праздник, праздник со слезами на глазах, День Победы. С началом вероломного нападения вражеских полчищ на Советский Союз Кыргызстан не остался в стороне. С первых дней лозунг «Все для фронта, все для победы» стал неотъемлемой частью жизни нашего народа. Наша республика снабжала фронт боеприпасами, продовольствием и вещевым имуществом, а оборонную промышленность важнейшим стратегическим сырьем. Офицерские кадры готовило Фрунзенское пехотное училище. Уроженцы Кыргызстана составили костяк 316-й стрелковой дивизии, которая за проявленное мужество и героизм в боях под Москвой за оборону Москвы была преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию имени Ивана Васильевича Панфилова, который до войны был военным комиссаром Киргизской ССР. За стойкость, мужество, героизм и отвагу, проявленные в боях против немецко-фашистских захватчиков, свыше 150 тысяч бойцов-командиров из Кыргызстана были награждены орденами и медалями. 74 из них получили высокое звание Героя Советского Союза,
а 22 наших кыргызстанца стали полными кавалерами ордена Слава. В годы Великой Отечественной войны почти каждый взрослый кыргызстанец был призван на фронт. Почти каждый взрослый кыргызстанец. И больше трети из них не вернулись с войны, не вернулись. Они погибли, защищая русские, украинские и белорусские деревни и города, освобождая захваченные врагами территории России, Украины и Белоруссии сегодняшних, освобождая территорию СССР. Уважаемые соотечественники, в годы войны сотни тысяч эвакуированных из России, Украины и Беларуси нашли заботу, уют, нашли второй дом в Кыргызстане. Простые киргизы делились с ними последним куском хлеба, а многие беженцы, особенно дети-сироты, обрели здесь другую свою родину, обрели своих здесь новых родителей. И вы знаете, и после этого, и до этого Кыргызстан всегда принимал тех, кому было трудно. В 40-х годах принимал депортированных немцев, после войны принимал депортированных чеченцев, ингушей, корейцев и многих других. И история показала, что такое зло, как фашизм или любое другое зло, можно победить только усилиями всех совместными усилиями всех народов мира. Например, в антигитлеровскую коалицию входило 58 стран мира. Но, конечно же, мы победили фашизм в первую очередь благодаря мужеству и героизму народу, советского народа. Благодаря мужеству и героизму народа Советского Союза и благодаря мужеству и героизму, естественно, 15 союзных республик, которые тогда входили в состав СССР. И, уважаемые соотечественники, почему я сегодня еще раз решил напомнить об этом? Потому что здесь присутствуют средства массовой информации. Хочу, чтобы услышали мой голос не только в Кыргызстане. К глубокому сожалению, в последние годы в братской России все громче слышны голоса тех, кто разжигает ксенофобию, вражду между нашими братскими народами. Буквально два примера. Несколько лет назад известный российский писатель Михаил Веллер в интервью газете «Росбалт» фактически поддержал скинхедов, заявив, что, дескать, они просто неосознанно берут на себя функции по защите российского государства, то есть убивая сотни беззащитных людей, в том числе и детей. Скинхеды, оказывается, защищают интересы России. А после недавней трагедии в Санкт-Петербурге, когда террорист взорвал вагон метро, убив и покалечив десятки мирных людей, конечно, это подонок, нет ему оправдания, но отдельные российские политики и отдельные СМИ развернули буквально истерию против мигрантов из Киргизии. Так, депутат Государственной Думы России в эфире государственного телеканала «Россия-1» призвал к жестким мерам к мигрантам из Киргизии, обосновав это тем, что, дескать, киргизы чужаки, они не относятся к числу народов, исторически проживающих в России. Я искренне благодарен ведущему той передачи Владимиру Соловьеву за достойный ответ господину Затолину. Спасибо, уважаемый Владимир Соловьев. Но хотел бы и сам добавить несколько слов по этому вопросу для господ Веллеров и Затулиных. Во-первых, для тех, кто не знает историю народов России, хочу напомнить, что кыргызы являются выходцами из Сибири, из Алтая, и относятся к большой семье алтайских народов, к наследникам великой алтайской цивилизации. В одну языковую группу с киргизами входят ряд родственных народов Российской Федерации.
Это, к примеру, татары, башкиры, хакасы, тувинцы и многие другие. Само слово «Сибирь» от кыргызского «щибер» – место, богатое травой. Байкал – это Байкөл, богатое озеро. Енисей, Энесай, мать река. И река Урал раньше называлась Джаик, Яик, широкая. И многие великие граждане России имели и имеют далеких предков из алтайской семьи народов. Об этом любому ученому подскажут их фамилии: Карамзин, Аксаков, Тургенев, Есенин, Ушаков, Кутузов. Из современных журналистов и политиков я могу назвать такие фамилии, как Нарышкин, Карамурза и даже министр обороны России Шойгу. То есть не Затулиным, не Веллером говорить, что киргизы чужаки для России. Скорее, это их предки, судя по их фамилиям, прибыли в Россию или из пустынь Палестины, или из лесов Европы. И проблемой для России являются не чужаки, не уроженцы из Киргизии, не трудовые мигранты, а вот такие писатели и вот такие политики, которые разжигают ксенофобию и межнациональную рознь внутри России. Если главный подозреваемый в питерском теракте оказался узбеком из киргизского города Ош, не надо винить в этом всех киргизов и узбеков, тем более уроженцев города Ош. Ведь этот парень был гражданином России, как и его отец. Был гражданином России и жил в России 16 лет. И, возможно, именно вот эти скинхеды и ксенофобы толкнули подростка совсем в другую сторону. Семья не без урода. В любом народе есть подлецы и есть герои. Но нельзя по Гитлеру и Чикатило, нельзя по Брейвику и Ткачу судить о целом народе. Нельзя. И хочу особо подчеркнуть, для нас, киргизов, Россия – это историческая прародина. Для каждого кыргыза являются святыми слова Манас, Алтай, Энесай. Это святые слова. И наш народ, каждый киргиз, даже самый маленький несмышленыш, с 5 лет уже знает, откуда прибыл наш великий предок. И мы всегда будем помнить наши корни, нашу прародину. И мы будем всегда вместе с братской Россией, в том числе в самые трудные годы, как это уже народ Кыргызстана доказал во время Великой Отечественной войны. И хочу сказать для политиков России, что сила Великой России была и есть в единстве всех наций и народностей, населяющих Россию. А для этого надо прежде всего бороться с любыми проявлениями расизма, шовинизма и ксенофобии. И в этом политикам России, в этом и журналистам России надо учиться у президента России, уважаемого Владимира Владимировича Путина. Уважаемые ветераны войны и тыла, уважаемые кыргызстанцы, сегодня, празднуя 72-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне, мы склоняем головы перед бессмертной памятью погибших на полях сражений. Нет семьи в Кыргызстане, которая не потеряла на этой войне кого-то из своих близких. И мы должны всегда помнить о тех, кто отдал ради нас с вами, ради мирного неба над землей своей жизни. И, конечно же, мы должны помнить наших отцов, дедов, прадедов. Вечная им память. Мы склоняем головы и перед светлой памятью ветеранов войны и тружеников тыла, которые не дожили до сегодняшнего праздника, потому что буквально каждый год уходят от нас наши старики, наши отцы, наши матери. Каждый год. Я с болью в сердце наблюдаю, как редеют ряды наших ветеранов. И я хочу подчеркнуть, уважаемые граждане Кыргызстана,
День Победы для нас святой праздник, и я уверен, всегда будет святым праздником. Сегодня в городе Бишкек и в других городах, райцентрах Кыргызстана десятки тысяч наших граждан, внуки, правнуки, дети тех, кто погиб на Великой Отечественной войне, пройдут в рядах бессмертного полка. И я горжусь, что в рядах этого бессмертного полка пройдут и мои дети, мои внуки, потомки ветерана войны Шаршена Атамбаева. Потому что наши дети, наши внуки и правнуки должны всегда говорить всему миру, что мы наследники Великой Победы. И мы помним, кто нам добыл эту победу. Уважаемые ветераны, спасибо вам. Спасибо вам за то, что вы есть. Потому что вы всегда были и есть для всех нас примером того, как надо жить, как надо служить своей Родине. Низкий вам поклон, дорогие отцы, дорогие матери. Спасибо вам. Но сегодня я, как главнокомандующий вооруженными силами страны, хочу вам отдать приказ. Уважаемые ветераны, держитесь, держитесь. Вы должны обязательно встретить этот День Победы в следующем году. Вы нужны нам, вы нужны нашей стране. Держитесь. Урматтуу согуштун жана эмгектин ардагерлери, урматтуу мекендештер, мен бүгүн сиздерди президент катары, куралдуу күчтөрдүн кол башчысы катары ушу бүгүнкү улуу майрам менен акыркы жолу куттуктап атам. Өзүңөр билесиздер, мына 5 айдан кийин Кыргыз эли жаңы президентти шайлайт. Эмдиги жылы сиздерди башка президент, башка кол башчы куттуктайт. Бирок аталар, апалар, ишенип койгула, мен колумдун келишинче сиздерге кичине ар бир күнүңүз жакшыраак, жылуураак болсун деп аракеттин колдон келишинче жасадым. Бир-эки мисалды келтирейин. Бир мисал. Мына ар бир согуш ардагерине 10 000 сомдон төлөйлүк десек, мен эсимде бар, убагында бюджетте акча жок экен. Анан чет элдик спонсорлордон ушу жылдардын ичинде 300 миллиондой сом таап, түздөн түз соцфондко президенттин фондунан которуп аттык, алар берип атты. Бирок азыр көрүп атасыңар, Кыргызстан бутка турду. Мына ушу жылдан баштап ошол эле парсты бюджет өзүнө алып атат. Көрүп атасыңар, Кыргызстан өзгөрүп атат. Кадымкыдай бутка туруп атат. Ушундай жакшынакай күндөрдү көрүшүңөр керек. Мен ойлоп турам, мындан ары мындан жакшы да күндөр келет. Ошондуктан албетте аман эсен болгула. Аман эсен болуш керек. Аталар, апалар. Мен эмне дер элем? Мына кыргыздын татынакай сөзү бар. Атам өлсө да атамды көргөндөр, билгендер өлбөсүн деген сөз бар. Мен силерди көргөндө өзүмдүн атамды көргөндөй болом. Аман эсен болгула. Аман эсен болгула. Ошондуктан мен сиздерге мына бүгүн президент катары, куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы катары буйрук берем. Бар болгула. Аман эсен болгула. Эмдиги жылы ушул майрамды сөзсүз бала чака менен чогуу тозкула, аталар, апалар. Сөзүмдүн аягында албетте урматтуу мекендештер, биринчи ирет урматтуу согуштун эмгектин ардагерлери, баарыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр, бакталай каалайм. Жаратканыбыз элибизге биримдик, жерибизге берекет болсун. Майрамыңыздар менен, майрамыңыздар менен. С праздником вас еще раз.
дорогие мы.